смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В Якутии усилена работа по обеспечению республики топливом. Ключевые направления – заключение прямых долгосрочных договоров с крупнейшими поставщиками, увеличение объемов и совершенствование механизмов закупки. Летнего повышения коммунальных тарифов не будет. Основная индексация платы за ЖКУ перенесена на октябрь. В музее-заповеднике Коломенское состоялся традиционный якутский праздник Исэх. Его посвятили Году единства народов России и поддержке участников специальной военной операции. Айсен Николаев провел двустороннюю рабочую встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шокиным. Они обсудили, как привлечь новые инвестиции на Дальний Восток и упростить налоговые правила для бизнеса. В частности, с Министерством финансов России планируют изменить федеральный налоговый вычет. Так, решение позволит освободить от налога на прибыль не менее 10% средств, которые компании вкладывают в развитие своих производств. Также обсудили новую идею превращать налоговые льготы, которые Якутия дает инвесторам, в долю республики в этих бизнес-проектах, чтобы в будущем пополнять бюджет за счет дивидендов. Безусловно, без приемлемого курса рубля, без привлекательной ставки Центрального банка, это ниже 10%, как минимум 8-10, мы считаем, коридор, который позволяет восстанавливать инвестиционные аппетиты. Сейчас аппетита нет инвестиционного у компаний. Так вот, эти макроэкономические параметры таким регионам, как Саха-Якутия, безусловно, помогут реализовать многие проекты, выйти на лидерские позиции и в инвестициях, и в экономическом росте. На территории республики ситуация с обеспечением топливом остается напряженной. На сети основных топливообеспечивающих предприятий продолжают действовать ограничения. В районах Южной Якутии, которые обеспечиваются по отдельным логистическим схемам, отличным от северного завоза, также введены ограничения. Для потребителей установлен суточный лимит отпуска топлива в объеме от 10 до 20 тонн. Напомню, что все ограничения имеют временный характер и будут сняты после урегулирования ситуации. На сегодняшний день руководством республики и в том числе сегодня на совещании на оперативном штабе тоже задача поставлена без лимитирования обеспечить и экстренные службы. Мы постоянно в штабном режиме вместе с нашими коллегами из органов исполнительной власти в ежедневном режиме отслеживаем полностью эту ситуацию по топливообеспечению в нашей республике. На реке Индигирке и ее притоках прогнозируется ухудшение паводковой ситуации из-за сильных дождей. У села Имикон уровень может достигнуть критического порога. Служба спасения Якутии призывает туристов и жителей соблюдать меры предосторожности. Отложите сплавы и водные походы, не разбивайте лагерь у воды в низинах, уточняйте состояние дорог перед выездом. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения прибрежных зон до стабилизации обстановки. В Мегино-Кангаласском районе усилили контроль за оборотом алкоголя. Совместные рейды прокуратуры, полиции и административной комиссии помогают выявлять тех, кто нарушает закон. Только в поселке Нижний Бестяк зафиксировано 2 случая продажи спиртного несовершеннолетним. На продавцов составлены протоколы. С начала года проведено 18 таких проверок, по итогам которых оформлено 8 административных дел. Параллельно автоинспекция отслеживает незаконные перевозки алкоголя без документов и борется с пьяными водителями. Прокуратурой Мегино-Кангаласского района контролируется работа правоохранительных органов и органов публичной власти по принимаемым мерам по предупреждению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, а также преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. В рамках координации деятельности правоохранительных органов района на постоянной основе организовано проведение совместных целевых мероприятий с отделом МВД России по Мегино-Кангаласскому району по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкогольной продукции и нарушений правил продажи алкоголя, включая несовершеннолетним. Летнего повышения коммунальных тарифов в Якутии в этом году не будет. Основная индексация перенесена на октябрь. Это плановое решение правительства страны, направленное на равномерное распределение нагрузки на семейные бюджеты в течение года. Январская корректировка на 1,7% уже учтена в платежках. Следующее изменение тарифов произойдет с 1 октября этого года. Его параметры находятся на жестком контроле Федеральной антимонопольной службы.
Газ приходит в дома. С начала этого года голубое топливо уже зажглось в 197 владениях, больше всего в Якутске, а также в Чурапчинском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. В этом году Саха-Транснефтегаз планирует подключить еще 1500 семей. Темпы впечатляют. Республика лидирует на Дальнем Востоке и входит в пятерку лучших регионов России по социальной газификации. Совместно с «Газпромом» в Южной Якутии запускают программу перевода 67 угольных и нефтяных котельных на чистое топливо, чтобы к 2030 году в Алекминском, Ленском, Нерюнгринском и Алданском районах воздух стал чище, а отопление дешевле. Первый в республике местный форум заречных наслегов состоялся в Намском Улусе, посвященный вопросам социально-экономического развития. Главы 4 заречных наслегов выступили с планами социального и экономического развития на последующие 10 лет. Основными вопросами стали строительство и логистика, сельское хозяйство, проблема обеспечения связью жилищно-коммунального комплекса. Также главным вопросом стало строительство дороги Сыганах-Сотинцы, которая соединяет их с основными республиканскими дорогами. По итогам форума будет запущен ряд механизмов поддержки социальной жизни Улуса. Аналогичный форум планируется провести осенью в Салбанском, Тастакском и Искровском наслегах. Мы сегодня договорились, что это будет первый, но не последний форум. Мы такие форумы будем периодически проводить именно в заречных наслегах Намского Улуса. И, конечно же, основной целью проведения такого форума для нас является то, чтобы мы должны собрать приоритетные проекты, которые должны быть реализованы в наслегах, для того, чтобы эти проекты потянули за собой в целом социально-экономическое развитие этих наслегов. В музее-заповеднике Коломенское состоялся традиционный якутский праздник Исэх. В этом году его посвятили Году единства народов России и поддержке участников специальной военной операции. Соорганизатором праздника выступил Нерюнгринский район. Как прошел один из самых долгожданных праздников лета, расскажем в следующем сюжете. Якутский обряд Алгыс. Именно он знаменует начало Исеха. Получить благословление светлых сил Аи в Коломенское пришли тысячи гостей. С пожеланиями мира, добра и благополучия к высшим божествам обратился Алгысчит. В этом году главной темой Исеха стало единство. Праздник посвятили Году единства народов России и участникам специальной военной операции. Почетными гостями стали военнослужащие. В 1944 году в Амгинском районе проходил Исех. Вроде бы война идет, вроде суровая жизнь, но люди собрались на этот праздник для того, чтобы почувствовать плечо друг друга и для того, чтобы сказать друг другу: мы вместе и мы победим. И я думаю, что сегодняшний праздник – это добрая традиция того времени. На площадке Исеха все желающие могли написать письма бойцам, принять участие в плетении маскировочных сетей, познакомиться с волонтерскими инициативами и увидеть технику, созданную в Якутии для нужд спецоперации. Данная техника, которая представлена, начиная от квадроцикла «Сокол», «Тимир», АТ, наш дрон-детектор, все образцы, но это первоклассные. За их количество борется и наполнение на фронте борется каждый командир подразделения, чтобы у них эти изделия были. Исех объединяет людей, родных и друзей, земляков и гостей столицы. В многонациональной Москве он давно стал мостом дружбы и площадкой для диалога культур. Здорово, что в следующем году уже юбилейный будет, 20-й праздник. Конечно же, у нас в Москве традиционно проходят национальные праздники. И последние годы мы делаем все для того, чтобы это были не монопраздники, а межнациональные праздники. Вот таким стал и Исех. Потому что, посмотрите, здесь людей разных национальностей очень-очень много. Здесь встречаются после долгой разлуки. Я в 82 году закончила, школу на Колыме. И вот она у нас была преподавательница, молоденькая учительница приехала. И только что встретились. И вы нас поймали. Это вообще Исех объединяет. Да. И впервые знакомиться с якутской культурой. Многое, что я тут увидел, я об этом узнал впервые. То есть очень красивые, например, бриллианты. Прикольный новый вид спорта для меня – масс-рестлинг.
Спортивные состязания, ярмарка сувениров, национальная кухня, а еще лекции на актуальные темы, мастер-классы по народным промыслам, конкурсы. Кульминацией эсэха стал большой осохой, объединивший всех участников и гостей в едином хороводе. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Москва. В Амге состоялся первый региональный слет юных исследователей природы. 9 клубов движения первых со всей Якутии собрались на базе «Юный исследователь», чтобы показать свои знания и умения в экологии, природоведении и науке. Ребята не просто слушали лекции, они прошли квест тропинками юнатов, соревновались в конкурсе «Юнаты-исследователи», делились опытом у костра и погружались в тематическую программу «Юнатская страна». Все это часть большого дела – научить детей бережно относиться к природе, понимать, как человек связан с окружающим миром и развивать исследовательский дух с ранних лет. Клубы созданы во всех наших первичных отделениях, это школы, и они работают именно по направлению экологии и охраны окружающей среды. Эти клубы создавались уже года 2 назад, и сейчас они собрались для того, чтобы посоревноваться, да, и показать свои навыки именно исследовательской деятельности. Они будут соревноваться по описанию луговой растительности, какие насекомые, какая почва, и именно покажут свои практические навыки. У нас слет проводится в 2 категориях. Это юнацкие клубы и юнацкие семьи. В Верхневилюйске открыли летний образовательный лагерь «Тонуачан. Мерзлотная школа». В этом году более 20 детей будут изучать тему вечной мерзлоты. Уже 26 лет воспитанники Тонуачан изучают бескрайние просторы нашей Родины. В этом лагере, кроме теоретических знаний, ученики будут ходить в экспедиции, исследовать гидронимы, названия рек, озер, искать следы древней мерзлоты и учиться работать с GPS-навигаторами. Собралась уникальная команда наставников, ученые-исследователи Арктики и криолитозоны, кандидаты исторических наук и научные сотрудники. Мерзлотных следопытов ждет интереснейшее лето с новыми открытиями. Как у меня педагогическая практика, любим учить детей, как рисовать карты, как можно посмотреть спутники, какие водоем, как изменился Земля. Чтобы дети привлекли и чтобы они тоже на будущее как стали картографии, специалист по дистанционному зондированию, и чтобы посмотрели, как его жизнь изменилась по последние 20 лет, и как они могут их сохранить. И мы будем стать научные ученые, и поэтому я здесь. И для меня, как себе, чтобы получить опыт преподавания. На этом все. До встречи в итоговом выпуске новостей.